Добрый вечер всем, кто сейчас настроен на радиоволну «Радио Саха» и также смотрит нас у экранов национального телевидения. В эфире программа «Буква закона», в котором мы говорим о ваших правах, способах их защиты и обо всем, что с этим связано. Меня зовут Павел Стаценко, ведущий этой передачи. Один известный художественный герой знал, как известно, 400 сравнительно честных способов отъема денег. Современные его последователи знают, наверное, гораздо больше. Недавно, буквально на прошлой неделе, и в рамках национального телевидения, и в рамках других средств массовой информации передавали такой весьма резонансный случай с предпринимателем в городе Нерюнгри, который заказал сахарного песка у своих контрагентов на 10 миллионов рублей. Однако по получению этого песка в мешках оказался песок не сахарный, а песок речной. Сейчас возбуждено уголовное дело и проводится мероприятие. Мы решили в свете такого резонанса поговорить о том, как не стать жертвой мошенников, как избежать, какие схемы используют, как используют мошенники психологические приемы воздействия на людей. Обо всем об этом мы поговорим с моими гостями в студии. Я рад их приветствовать. Это Баланник Любовь Алексеевна, начальник отдела уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России Якутская, и Иванова Мария Павловна, педагог, психолог Центра социальной и психологической поддержки семьи и молодежи, также Пивовар Максим Викторович, адвокат коллегии адвокатов советник. Добрый вечер. Спасибо, что нашли время для нашей передачи. Добрый вечер. Любовь Алексеевна, наверное, вопрос прежде к вам. Насколько распространены такие преступления, именно мошенничество, и какие схемы используют преступники для хищения денег путем обмана? Сегодня в России мошенничество распространено как никогда широко, и оно исключительно разнообразно и изменчиво. Чаще всего жертвами мошеннических действий становятся пожилые люди, а также инвалиды. И это не случайно, поскольку пожилые граждане-инвалиды зачастую испытывают чувство одиночества и изолированности. Они доверчивы и легко поддаются внушениям со стороны. С целью завладения имуществом преступники используют множество схем. Например, продают пенсионерам лекарства, пустышки, или аппараты, которые лечат все болезни абсолютно. В нашем городе наиболее часто встречается преступление со следующей схемой. В вечернее или ночное время суток в квартире пожилых людей раздается звонок стационарного телефона. И голос в трубке сообщает людям, что их родственник попал в беду. Чтобы решить проблему, необходимо отдать крупную сумму денежных средств. Порой напуганные такой ситуацией граждане отдают все сбережения, которые у них имеются, чтобы выручить из беды родственника. При этом не проверяют, попал ли на самом деле их родственник в беду. Чтобы избежать подобного рода преступлений, ни в коем случае не надо доверять телефонному звонку. Постарайтесь спокойно отнестись к сказанному по телефону. Попробуйте выяснить у собеседника, кто находится с вами на связи, как его зовут, имя, отчество, фамилия, сколько ему лет, откуда он родом, где находится, знает ли он хорошо ваших родственников, как он выглядит. Побольше информации, в общем, собрать. Да, кстати говоря, один раз у меня был личный пример такой, когда моей матери позвонили и сказали, что я попал в беду, в общем-то, и сейчас нахожусь, в органах следствия. Она задала вопрос, как девичья фамилия нашей бабушки. Собственно, после этого телефонный звонок, в общем-то, прекратился, потому что, естественно, человек не знает и понимает, что его уже проверяют. Такие вопросы, они, в принципе, заводят мошенников в тупик. Он либо бросает трубку, либо начинает теряться, отвечать. Но удивительно, что в любом случае при разговоре с якобы со мной моя мать слышала мой голос. Чего в принципе быть не может. И ведь это же какой-то, действительно, получается, человека завязывают в какую-то некую такую очень серьезную психологически-стрессовую ситуацию, потому что даже бывает даже голос родного человека слышит. Ему кажется, что он слышит этого человека. Каким образом это получается?
Ну, вот поэтому и звонки поступают именно в вечернее или в ночное время. Да. Угу. Люди уже как бы готовятся ко сну. Угу. У них уже расслаблен ум. И, естественно, когда такой звонок, у них начинается паника. Угу. Поэтому, в общем-то, они могут и слышать. А много уголовных дел по мошенничеству вообще возбуждено вот Достаточно. в 2015 году? Достаточно. Хорошо. А вот, ну, Мария Павловна, у меня к вам тогда вопрос. Вот, наверное, о методах, которые используют мошенники вот для того, чтобы войти, убеждать людей и так далее. Ну, в принципе, объектами мошенничества может оказаться любой человек. Но мошенник – это такой грамотный, можно сказать, человек, который может манипулировать людьми, то есть что он может воспользоваться ими, это слабость человека. То есть он знает свою аудиторию, своих жертв, и используя именно их слабости, вот как вы на вашем примере сказали, да, то, что мошенник от вашего имени, да, попросил помощи у вашего родственника, конечно, человек в такой ситуации уходит в стресс и в состоянии паники, в состоянии, можно сказать, поведения, он не слышит, что его окружает, что там происходит, и уже начинает действовать. То есть именно помочь своему родственнику, особенно если это касается родственников. В такой ситуации, конечно, необходимо, самое главное, это окружение, среда, в которой сейчас находится человек, попытаться спросить совета у кого-нибудь. То есть мошенники, они еще умеют манипулировать срочностью. То есть именно здесь и сейчас нужно сделать ответ, выбор или какое-то решение, чуть ли там не сказать пин-код своей карты и так далее. И человек иногда в такой ситуации становится в ступор. То есть он или же сразу начинает действовать, то есть говорить уже как-то под манипуляцией мошенников находится. Или же, возможно, иногда есть грамотно, которые, извини, я знаю, что вы меня обманываете, ложат трубку, допустим. То есть, в принципе, получается, мошенники в основном используют стрессовые ситуации и ограничивают по времени для принятия решения. Да, они работают с эмоциями в большей степени. Максим Викторович, ну вот у вас, я знаю, была интересная практика, в общем-то. Да, у меня была интересная практика по еще одному распространенному виду мошенничества, когда люди при покупке каких-либо вещей, то есть чаще всего бэушных, точнее при продаже бэушных вещей, то есть им звонил якобы покупатель, просил подвезти куда-то вещи, люди, надеясь побыстрее продать ту или иную ненужную вещь, привозили, оставляли ее на каком-то адресе, потом выяснялось, что покупатель готов передать деньги, но на каком-то уже другом адресе, чаще всего на другом конце города. И люди, сломя голову, неслись туда. Когда приезжали покупатели, они там, конечно, не заставали. Ну и при возврате на адрес, где оставляли вещи соответственно, не находили. Как они убеждали людей, в общем-то, оставить вещи на том адресе? Ну, по большей части находили объявления, то есть, где продавалась вещи не за очень дорогую цену, и объявление, которое висело достаточно долго. То есть человек хотел продать, то есть они этим воспользовались. Вот позвонил потенциальный покупатель, в принципе, убедил, что да, я готов купить, меня все устраивает. Я даже не буду смотреть, вот по фотографиям меня все устроит. Человек, надеясь побыстрее от нее избавиться, то есть шел на любые условия мошенничества, на любые уловки мошенников. То есть, вот как уже говорилось выше, психологический аспект, то есть надо побыстрее продать. Вот есть эта возможность, человек пытался воспользоваться этой возможностью на все 100%. Ну и в итоге становился жертвой мошенников. А в итоге получается, что мошенники -то чаще всего находятся в местах лишения свободы, которые используют мобильные телефоны и так далее. Такое часто бывает. Да? Вообще, мобильное мошенничество тоже очень распространенный вид мошенничества, насколько я понимаю, да? Да, конечно. Алексеевна, вот поподробнее вот по этому поводу. Вообще, о мобильном мошенничестве. Давайте поговорим с вами. Ну, имеют место случаи мошеннических действий, совершенных посредством использования средств мобильной связи и сетей интернет. Значительное количество поступающих заявлений от граждан в полицию свидетельствует о фактах мошенничества, совершенных с использованием интернет-ресурсов. Это, как правило, объявления на различных сайтах и размещение заведомо ложных объявлений на страницах сети интернет о продаже различных товаров или предоставлении услуг. После того, как продажа различных товаров преступники получают задаток за обещанный товар или услуги по блиц-переводу, либо на счет сотового телефона. Они прерывают связь с покупателем и исчезают, соответственно, они не предоставляя товар. Ну,
возьмем, к примеру, на сайте объявления размещается товар, скажем, запасные части для автомобилей, с ценой гораздо ниже рыночной и с причиной низкой продажи. Это распродажа в связи с поступлением нового товара или в связи с реорганизацией магазина, расширением ассортимента и так далее. То есть необходимо этот товар продать. Чем быстрее, ставят тем изначально лучше, да. дешевую цену. Наивные покупатели моментально обращают на это внимание, на заманчивое предложение. И чтобы не упустить такой шанс, сэкономить деньги, люди готовы выслать задаток, лишь бы не упустить этот момент. На это и рассчитывает мошенник. Интересно то, что такие мошенники просят перевести деньги на сотовый телефон или воспользоваться электронной валютой. Ну, вообще, на самом деле, вот тут вопрос. У нас вообще любители халявы, да, получается, такое вот. Это же тоже используется мошенниками, да, получается? У нас есть еще такие вот случаи, как квартирные мошенники. То есть сдают в аренду несуществующие квартиры. Каким образом? Это в этом случае мошенник и потерпевший общается исключительно по телефону. Вот то, что вы говорили, допустим, через посредников, да? По средствам сотовой связи. Информация поступает, как правило, из объявлений, газет, из интернета. Для получения ключей от квартиры граждане вносят предоплату на электронные счета злоумышленников. И после поступления денежных средств преступник блокирует сим-карту. Кроме этого, имеют место случаи, когда мошенник арендует жилье посуточно у хозяина и сразу же дает объявление про долгосрочную аренду данной квартиры по цене значительно ниже рыночной стоимости для того, чтобы ее быстрее сбыть. Когда наниматели приезжают смотреть квартиру, то он показывает поддельные, соответственно, документы. А вот здесь вот может быть два этапа развития событий. То есть, значит, либо жилье сдается одному нанимателю, а через день его выселяет настоящий хозяин квартиры, который даже и не подозревает, что его квартиру сдали на длительный срок. При вселении, как правило, вносится оплата. Мошенник ее берет и исчезает. Либо, значит, бывает так в другой случай. Мошенник сдает жилье сразу нескольким клиентам, со всех собирает деньги за первый месяц проживания. Потом договаривается с арендаторами о том, что ему нужно с квартиры что-то вывести, какие-то вещи, прибрать ее, после чего он позвонит им, и начнется заселение. Сейчас буквально через секунды мы прервемся и вернемся через несколько минут. Не переключайтесь. Короткая реклама на национальной вещательной компании «Саха». (32 11 66 32 00 66) телефон в студии. Вы продолжайте смотреть и слушать передачу «Буква закона». Пожалуйста, обращайтесь к нам, звоните, рассказывайте свои истории, задавайте свои вопросы. Пожалуйста, мы работаем в прямом эфире. Итак, мошенничество. Тема нашей передачи. Пожалуйста, Любовь Алексеевна, мы говорили об квартирном мошенничестве. В общем-то, когда, значит, снимается квартира на один день, сдается на долгий срок, человек получает деньги и избегает. Вообще, в принципе, интересно, часто удается находить таких людей? Вообще, часто ли привлекают к ответственности? Или все-таки по большей части эти люди пропадают и уже... Ну, тут самое главное, когда арендатор хорошо запомнит человека. Потому что с кем он общается, все-таки это проходит длительное время. Он его видит, он с ним общается. Поэтому, в принципе, может описать этого преступника. Понятно. Ну, а вообще, в принципе, находить таких людей получается? И если находят, то, в общем-то, вернуть свои деньги-то, в общем-то, у людей не сильно много шансов, да, я так понимаю. Ну, если они не успели потратить. Но у нас есть суд, ну, да, который можно взыскать. Понятно. Ну, пожалуйста, еще какие у вас случаи есть?
У нас еще, значит, другим наиболее распространенным способом мошенничества является завладение мобильным телефоном. Мгм. Мошенник находит в сети интернет или других средствах массовой информации объявления о продаже сотовых телефонов. Как правило, это дорогостоящие телефоны. При разговоре с продавцом мошенник под предлогом того, что в настоящее время он находится в отъезде, Мгм. и самостоятельно он не может прийти и посмотреть, оценить этот телефон, он договаривается с продавцом, что придет лжебрат, то есть подставное лицо, который подойдет по назначенному адресу. В случае, если лжебрату понравится продаваемый телефон, он отзвонится покупателю и даст положительный ответ. На что покупатель-мошенник гарантирует оплату за предложенный телефон путем перечисления денежных средств на банковскую карту продавца. Мгм. Как правило, продавец, ничего не подозревая, соглашается. Мошенник без труда узнает номер банковской карты продавца. Далее отзванивается покупателю о перечислении денежных средств за телефон. По скриншоту направляет подтверждение перевода денежных средств с целью дополнительного убеждения продавца в своей серьезных намерениях купить этот телефон. С помощью сети WhatsApp мошенник также может дополнительно направить фотографию своего паспорта, как правило, поддельного, и квитанцию об оплате о том, что он заплатил за этот телефон. Далее путем убеждения покупатель, значит, продавцу, введя его в заблуждение, просит передать сотовый телефон лжебрату. Соответственно, никакие деньги не поступают на счет продавца, злоумышленник исчезает. Ну, вот такая схема, получается, используется уже не стрессовая ситуация, а вот и даже не жажда какой-то халявы, там, наживы и так далее. Используется убеждение. Вот, Мария Павловна, вот как мошенники настолько входят под кожу человеку, что вызывают такое прям доверие. Вот, ну, все-таки я сколько общаюсь с людьми, мне кажется, что люди у нас вообще никому не доверяют. А тут получается, что последние кровные готовы отдать. Пожалуйста. Но есть еще такие механизмы, как, допустим, тон голоса мошенника, внешний вид. То есть все эти факторы очень сильно играют большую роль. Когда человек видит этого человека, когда он его слышит, допустим, да, он общается с ним определенное время, это не на один раз, допустим. То есть когда человек уже действительно получил достаточную для него информацию о каком-либо объекте, да, и уже, возможно, если так есть много информации, в принципе, я могу довериться этому человеку. То есть все-таки идет на контакт, идет на какие-то определенные действия. Вот. В такой ситуации, конечно, смотря какая информация дана. Обычно бывают это ложные сайты, ложные, вот как вы сказали, вот паспорта, данные и так далее. То есть нужно все равно быть немножко, как сказать, более занудливым человеком. То есть все равно еще больше добываться информации, больше узнавать о данной фирме или о данном человеке. И все равно потом уже лучше видеть это человека на лицо и как-то встречаться чаще, чтобы потом уже делать определенные выводы. Ну, вот у нас столько видов мошенничества, да, еще, получается, есть кредитные, да, мошенничества. Есть кредитные мошенничества. Вот о них давайте поговорим. Что это собой представляет? Сегодня кредиты стали предметом многих мошенничеств. Способы отъема денег настолько разнообразны и продуманы, что легко попадаются даже достаточно осторожные и внимательные заемщики. В жизни случаются такие экстренные ситуации в необходимости денег, но банки отказывают в выдаче кредита по причине плохой кредитной, скажем, истории. Но даже из такой ситуации, казалось бы, сложной, да, выйти тоже можно. Схема в этом случае работает следующим образом. В сети интернет имеется очень много объявлений об оказании помощи в получении кредита. Заемщик звонит по данному объявлению, излагает ситуацию об отказе ему кредита в банке. Мошенник, в свою очередь, настоятельно и убедительно предлагает заемщику перечислить аванс за организацию процесса продвижения кредита. Даже могут сказать, что заявку надо подать в определенный офис банка. На самом деле такой посредник ничего делать не будет. И если вам повезет, заявка будет одобрена. Он сделает вид, что благодаря его заслугам был получен кредит, и надо заплатить оставшуюся часть вознаграждения. Ну, если вам не предоставят кредит,
То, как правило, извините, но люди в банке поработали, они свои деньги отработали, аванс не возвращается. Таким образом мошенник обогащается. Ну, то же самое же получается еще, в общем-то, погашение кредита. То есть, там людям обещают, что за определенную там сумму мы погасим полностью за вас кредиты, и там есть легальные схемы и так далее. На самом-то деле никаких легальных схем, насколько я понимаю, нет. Это просто такое же надувательство. Правильно, Максим Викторович? Да, то есть очень много на психологическом моменте играет, в частности, если у человека действительно такие финансовые проблемы, он желает от них избавиться, и тут ему предлагают решение этой проблемы за достаточно символическую плату. И очень редко, когда люди отказываются от подобного хода. И да, особенно это касательно, вот, когда уже банки обратились в суд, там, взыскание задолженности, и мошеннички даже не боятся работать в здании службы судебных приставов, собственно, и там просят свои авансы, и якобы за решение проблемы прямо там исчезают. И таких случаев много, они очень часто описываются и в средствах массовой информации, и в интернете, но люди продолжают. Ну, вообще такое, на самом-то деле, используют тяжелое положение, не стыдятся ни стариков, ни детей, ни инвалидов, и вообще как бы... А как, противостоять... А вот еще какие-то есть такие распространенные схемы? Мы сейчас много поговорили. Есть распространенная схема мобильный банк по смене сим-карты. Так. Тут это, значит, как один из видов хищений становится все более распространенным у нас в городе. Суммы варьируются от 500 рублей до нескольких тысяч. Всякие снятие денежных средств происходит с абонентских номеров, к которым в свое время была подключена услуга мобильный банк. Как-то кто-то им пользуется, а кто-то просто смотрит СМС-уведомления о своих доходах или расходах. В процессе раскрытия таких преступлений, расследования уголовных дел определено основное условие, способствующее совершению хищения с банковских карт. Часто люди при смене сим-карты забывают написать заявление в банк с просьбой отключить данную услугу. Оператор мобильной связи через некоторое время выпускает новый экземпляр сим-карты с тем же номером. Новый покупатель получает СМС-уведомление о движении по банковскому счету. Также он получает возможность с помощью СМС-команд переводить денежные средства с карты. Вот такие вот случаи есть. Слушайте, Остап Бендер просто бы, наверное, плакал, как мальчишка, когда все это дело послушал. Хотя он, напомню, говорил, надо чтить Уголовный кодекс. Да? Давайте поговорим о том, как противодействовать, наверное, мошенникам. У нас совсем мало времени, там буквально несколько минут остается. Вот, Мария Павловна, вот что нужно, наверное, знать, чтобы противодействовать таким вещам, понимать, что ты находишься в таком психологическом воздействии, обмане и так далее? Конечно, самое главное – это самоконтроль. То есть, как в любой ситуации, как мы все люди знают, что нету, как говорится, бесплатный сыр, только есть в мышеловке. То есть, в любой ситуации нужно быть начеку и постоянно прислушиваться к каждому слову. Не хочется верить, что вот конечно, тебе счастье улыбнулось. Да, почему? Потому что иногда люди, они все стремятся к комфорту. Да, вот, чтобы было всегда все быстро, легко. И иногда, конечно, можно это зацепить этим человеком. Но в такой ситуации, конечно, нужно думать именно, смотреть только на себя, на свой самоконтроль, именно рассчитывать свои умения, знания, возможно, именно смотреть на ситуацию. Понятно. Максим Викторович, наверное, юридические советы какие-то по тому, как не стать жертвой мошенников. Во-первых, если вы подписываете какие-то бумаги, договора, соответственно, проверить правильность их заполнения, реквизиты, сверить их с реквизитами, которые вам предоставляет ваш контрагент, попытаться проверить личность человека, у которого что-то приобретаете, либо кому-то что-то продаете, посредством сверения хотя бы даже по паспорту, личности перед тем человеком, с которым вы стоите. И собирать информацию в средствах массовой информации о той или иной фирме или интернет-магазине, где вы что-то приобретаете. То есть собирать отзывы, соответственно, люди, которые попадались уже на удочку мошенников, как правило, они выкладывают это все в социальных сетях. И найти информацию по тому или иному случаю очень просто. То есть обращаться информацией, она вам в последующем поможет. Любовь Алексеевна, очень быстро, буквально 10 секунд.
Какая информация? Ну вот, чтобы не стать, например, жертвой мобильного мошенничества, необходимо соблюдать несколько правил. Не использовать ваш мобильный телефон для доступа к сети интернет-банку. Угу. Как промежуточный вариант, можно с одного телефона заходить в интернет-банк, а с другого телефона, там, где он не подключен, получать СМС-уведомления. У нас, к сожалению, закончилось время. Я благодарю всех за участие в передаче. Дорогие друзья, как я уже сказал, как говорил Остап Бендер, надо чтить Уголовный кодекс. Следуйте букве закона. Всего вам доброго. До свидания.